Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки под видео, за ваши добрые комментарии и за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Что уготовила для вас судьба на будущую неделю? Что вас ждет, что вам по судьбе? Пожалуйста, посмотрите на песочек. Подумайте о своей жизни, о своих планах, о своих мечтах, о своих надеждах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что мне по судьбе на будущей неделе? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, что вам по судьбе на будущей неделе. Какие события, люди, обстоятельства, что важно знать. Так, будущая неделя будет очень яркой, очень энергичной и будет посвящена решению каких-то важных, жизненно важных вопросов и жизненно важных дел. То есть вы будете заниматься не только собой, своей жизнью, но, возможно, даже попутно будете решать какие-то серьезные вопросы на работе, для близких что-то будете делать. То есть вы будете молодчинкой, понимаете, прям в прямом смысле этого слова. Очень много как-то вы переработаете на следующей неделе, и дел порешаете, и урожай получите, какие-то прям узлы поразвязываете. То есть будете к концу недели немножечко уставшим человеком, но гордым за себя, за то, что так много всего я осилил, да, столько всего смог сделать. Так что, мои милые, готовьтесь, потребуется от вас выдержка, терпение, все ваши знания, все ваши навыки и, конечно же, умение общаться, потому что разговоров будет очень много разговоров. Плюс еще я вижу момент, когда человек из прошлого просто о себе, я не знаю, как-то то ли врывается в вашу жизнь, то ли прям напоминает как-то очень ярко и остро о себе. Знаете, тут сначала как сердечко замрет, да, а потом придет, знаете, какой-то стоп-момент, да, когда вы скажете, что это я опять в одну и ту же воду попытаюсь войти, я больше так не хочу. Знаете, какая-то радость меняется осознанием того, что все-таки, возможно, это не те отношения, не тот человек и не те обстоятельства, которые мне по жизни нужны, полезны и важны. То есть, понимаете, как-то вы поймаете себя на мысли, что вы уже не та глупышка, да, и не поведетесь там на конфетки, да, что вам нужны какие-то более серьезные доводы, чем куплю, люблю и полетели. Вот такой момент я у вас вижу. В центре, смотрите, вы у меня в центре, и у вас, понимаете, как много рук, много ног. Будете активно жонглировать ситуациями, делами, какими-то даже, может быть, и людьми. Понимаете, где-то кого-то вам придется подогнать, где-то кому-то там пряничек дать, да, кого-то поругать, наставить на путь истинный, а за кого-то какую-то работу сделать. Я не буду обещать вам каких-то легких решений, но вижу, что вы совсем справляетесь, абсолютно совсем. Смотрите, к концу недели вы будете рыбачить. Смотрите, вы закидываете будочку и рыбачите. Рыбачите и ловите, кстати, рыбку. Рыбка хоть и небольшая, но очень приятная. То есть это может быть и прибыль, и какие-то хорошие, приятные результаты, которые войдут в вашу жизнь. То есть так что, мои дорогие, знаете, что рыбалка будет удачной. Здесь, кстати, буква П идет. Какой-то, знаете, может быть важный для вас знак. Может быть связано с каким-то именем, названием. Здесь, смотрите, человек, который лежит, и у него сердце, видите, сердце идет. Кто-то признается в любви, либо даст вам весточку о том, что любит, о том, что помнит, знает, надеется. Так что готовьтесь к признаниям, к ярким признаниям. Они могут быть как спланированные, так и спонтанные. Так что такой момент будет присутствовать. Возможно, человек, например, он просто в горизонтальном положении, да, там
выпьет лишнего, да, какой-то допинг примет, да, и под действием этого допинга, как говорится, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, может вас удивить своими признаниями. Так что, мои дорогие, готовьтесь, узнайте, кто вас любит. Так, еще я вижу, что у вас, не знаю, то ли подготовка к новому сезону, что-то вы будете в магазине, может быть, примерять, покупать. То есть какие-то обновочки в вашу жизнь идут. Обновочки очень красивые, очень вам идут, подходят, прекрасные. Здесь украшение себя, украшение своего жилища, украшение своей внешности. Не знаю, может, посетите парикмахера, стилиста, салон красоты, какие-нибудь процедуры пройдете, там спа, я знаю, там уколы красоты, у кого что. Вот я просто вижу вот такой красивый глаз, просто такой, знаете, вот он и красивый, и он же выглядит как хвост павлина. Очень что-то красивое вы будете делать для себя любимой, любимого, будете себя немножечко баловать. Так. Возможно, кстати, у кого-то будет праздник на этой неделе, то есть вы будете приглашены в какое-то место, где будет, скажем так, музыка, алкоголь, вкусная еда. Это может быть как и, например, корпоратив какой-нибудь, да, либо там на работе будет какое-то отмечание, чего бы то ни было, либо вас пригласят именно в гости, да, то есть я вижу, что вы вот прям, ну не знаю, в хорошем настроении, в красивой одежде и чувствуете себя прекрасно, да, вот как будто бы вам не хватало таких эмоций, таких посиделок и такая энергетика, просто, знаете, энергетика праздника, вот как будто бы вы соскучились по этой энергетике. Здесь у вас очень худенькая рыбка. Худенькая рыбка мне говорит о том, что вы будете достаточно строги на этой неделе, строги к окружающим, строги в семье, возможно, даже с любимым человеком, с кем вы там в паре, в браке, тоже будете немножечко строги, как-то будете не додавать по эмоциям, там, потому что человек либо заслужил это, либо как-то вас накануне там вывел из себя, да, то есть будете такой воспитательный процесс будет у вас. Но на самом деле я вижу, что к концу недели будет примирение будет яркое, примирение будет страстное, примирение будет такое, знаете, прям как вулкан, да, страстный вулкан. Так что у вас выходные будут прям очень-очень такими долгими и страстными, вот так вот я скажу, да. Смотрите, есть человек, который чувствует себя очень одиноким. Этот человек очень сильно нуждается в помощи, да хотя бы в добром слове. Человек постоянно о вас думает, и вы с этим человеком на расстоянии. Ждет от вас сообщений, ждет от вас звонков. Вот почему-то человек думает, что вот с новой луной все поменяется. Человек очень сильно на вас надеется. Если понимаете, о ком я говорю, то как-то обозначьте себя, дайте знать, напомните об этом человеке, что, вернее, дайте знать человеку, что вы о нем помните, что вы любите, что вы расположены и что вам не все равно. То есть как бы это очень важно. Еще здесь у вас в центре корзинка полная. То есть у вас эта неделя, она будет с достатком. То есть у вас будет полный стол, теплый очаг, да, все в семье здоровы, слава богу, прям да, никому ничего не происходит, прям сложного, катастрофичного, наоборот. Все люди вместе, все люди под одной крышей, и все люди заняты своими делами. Единственное, что хочу сказать, что я вижу немножечко, как дети, нуждаются в общении, нуждаются в каком-то проявлении. Может быть, там, я не знаю, стоит поинтересоваться делами в школе, стоит поинтересоваться, что происходит в жизни детей. Да, вот именно не проконтролить, не прокошмарить детей, а именно поинтересоваться. Какой-то диалог, какой-то разговор, добрый, хороший, такой, знаете, вот душевный. Вот это должно быть. Для тех, кто, вот прям одинокий человек, да, у кого, как говорится, ни котенка, ни ребенка, и хочется счастья. Мои милые, тут я вижу, что вы, возможно, где-то с кем-то, кто-то вам приглянется, вот. Кто-то вам очень приглянется, кто-то вам очень понравится, а вы почему-то вот прям испугаетесь вот этих своих чувств, своих мыслей, своих эмоций. Честно, так делать не стоит. Если вам человек понравился, улыбнитесь ему, понимаете, хуже от этого не будет. Улыбнетесь вы человеку, что этот человек будет думать, что вы там легкодоступная, либо что там, к нему там подкатываете, да, со всех сторон. Конечно же нет. Вы улыбнетесь человеку, человек улыбнется вам, и вы все поймете, насколько человек, например, расположен к вам. Возможно, у вас даже, скажем так, завяжется какой-то диалог, разговор.
по крайней мере, вы сможете удовлетворить свою, скажем так, заинтересованность, да, и свой интерес. Потому что с человеком вы сможете поговорить, даже если будет это какой-то легкий разговор ни о чем, временный, но все равно, понимаете, лучше узнаете. То есть здесь однозначно нужно вступать в разговоры. Улыбайтесь, разговаривайте, не бойтесь, не переживайте. Потому что вот мне кажется по этому песку, что это человек, который нравится вам, и вы ему тоже очень нравитесь, да, либо ей. То есть симпатия между вами какая-то обоюдная идет. Такой момент есть. Еще по этому песку, смотрите, люди, кто находится в треугольниках, да, в прямых, либо в косвенных, да, вот такой момент тоже может происходить. Вот у вас какое-то состояние тяжести, да, непонятно, что делать, куда идти, как из этого треугольника выбираться. И мой вам совет: на ближайшее время вообще ничего не делайте, оставайтесь при таких обстоятельствах, которые есть. И вам время помощи, понимаете? Все решится благодаря времени, которое пройдет. Так, а здесь я вижу человека, который очень много работает, который вот прям склонился, да, в работе, там навалили кучу всего, приходится очень тяжело работать, тут еще развилочка идет, как-то и своя работа, может быть, и чужая, то есть как-то набросили, накинули, и нелегко выпрямить даже вот спину. Мои дорогие, вот если придется поработать, конкретно поработать либо вам, либо кого-то из ваших близких, во-первых, не сетуйте на судьбу. Второй момент: смиритесь, потому что поменять эту ситуацию невозможно. А если вы будете, скажем так, негативить, да, вы только еще и по энергетике потеряете, да, потому что негатив, он заставляет нас раскрываться, и энергетика наша в землю уходит. Поэтому, мои дорогие, скрипя зубами, сжав руки в кулачки, поработайте, знайте, что вас за это поблагодарят. Обязательно. Ваш труд, ваш подвиг, он не останется незамеченным. То есть награда будет, причем награда очень хорошая. Вы почему-то даже как-то и не ждете, что вас кто-то поблагодарит, либо вам кажется, что я вот там типа пашу как проклятый, да, и ничего не происходит. На самом деле благодарность придет. Благодарность будет хорошая, достойная, и прям, знаете, зайдет. К вам она зайдет. То есть почувствуете, что вы и важный, и нужный человек на работе. Вот это будет происходить. Так, по здоровью. По здоровью я хочу сказать так, что нужно поберечь себя в прямом смысле слова. Почему-то вот мне идет промокшие вот ноги, что ли, промокли, и холодно, и может быть прям такой озноб какой-то, не знаю, как будто согреться не можете. Вот, а у кого-то боли в спине, вот прям спина идет, боль в спине, и как-то вот бессонница, да, вот спать все время крутитесь, то там ноет, то там тянет, да, вот спать трудно. Мои милые, ну тут погода виновата, честно, вот мне идет, что это погода, такие облака, вот какие-то погода, вот может быть давление скачет, вот какие-то такие моменты. Плюс вы обеспокоены тем, что, скорее всего, либо с кем-то поспорите, либо то, что работы на вас очень много навалили. То есть вот такой момент беспокойства, он тоже очень сильно влияет на ваше здоровье. Но в концу недели я вижу, что у вас пойдет улучшение, у вас и настроение пойдет вверх, и улучшение будет и по состоянию здоровья, и климат в семье. Знаете, вот какой-то такой прям как солнышко взойдет. Так что субботу-воскресенье проведете в кругу семьи, в кругу знакомых, близких людей, с улыбками, какой-то прям, я не знаю, праздник, вот праздник счастья, удовольствия. Это вас, мои дорогие, ждет. Неделя, конечно, непростая, но и она и многообещающая, особенно выходные. То есть выходные будут просто замечательные, праздничные, я бы сказала, выходные. Вам очень-очень, мои дорогие, понравится. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.